Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы. Прывітанне ўсім слухачам. У эфіры праграма «Сталічны госць». Ля мікрафона Алла Іванова. Сёння мы пагаворым аб падтрымцы адораных студэнтаў і як гэта адбываецца ў прыватнасці ў Белдзяржуніверсітэце. Госць нашай студыі, намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення навукі Белдзяржуніверсітэта Александр Захараў. Добрый дзень вам. Добрый день. Запрашаем слухачоў далучацца да нашай гутаркі і задаваць пытанні праз СМС на кароткі нумар 9705. Рэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэта Сергей Абламейка з'яўляецца старшынёй Савета спецыяльнага фонду прэзідэнта Беларусі па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў. Давайте яшчэ раз нагадаем, што гэта за фонд такі, з якой мэтай ён быў створаны. Фонд был создан в 1996 году указом президента Республики Беларусь номер 19 в январе. Средства фонда образуются за счет резервного фонда президента Республики Беларусь, добровольных взносов организаций и физических лиц, ну и других источников, не запрещенных законодательством. Средствами фонда распоряжается Совет фонда. А Совет фонда, как вы сказали, возглавляет сейчас Ректор Белдзяржуніверсітэта Сергей Владимирович Абламейка. В различные годы Совет фонда возглавляли сначала заместители председателя Верхней палаты парламента Национального собрания Авласевич Михаил Александрович, Потупчик Владимир Николаевич, потом профессор Белова Елена Дмитриевна, наша четырехкратная олимпийская чемпионка фехтования на рапирах. В Совет фонда входят учителя, директора гимназий, общественных организаций, ректоры вузов, представители Академии наук, парламентарии. И заместителем председателя фонда является Богуш Вадим Анатольевич, первый заместитель министра образования нашей страны. С какой целью был создан фонд? С целью стимулирования интеллектуальной, творческой активности школьников, студентов, педагогов, различных объединений школьников и студентов в области науки и техники. И действительно, Совет специального фонда президента Республики Беларусь на своих заседаниях принимает решения о выплате премий студентам и школьникам, выплате стипендий студентам и школьникам, выплате на конкурсной основе премии педагогическим работникам, выплате материальной помощи и выплате финансовой поддержки молодежным объединениям. Таким образом, среди лиц, награжденных фондом, есть стипендиаты фонда, есть лица, премированные фондом. Кроме того, есть лауреаты фонда, которым помимо премий выдается нагрудный знак. Стать лауреатом фонда можно только за победу в международных состязаниях, где число стран-участников не менее 10. Вы так крыху ўжо пазначылі, хто все ж таки трапляе ў гэты банк даных і за якія яшчэ дасягненні, вось акрамя ўдзелу ў міжнародных нейкіх спаборніцтвах, алімпіядах? На самом деле банк данных и специальный фонд президента — это разные вещи. Вось як. Да. И это является банк данных одаренной молодежи. Это параллельный, что ли, механизм республиканского значения поддержки одаренной молодежи. И можно быть в банке данных одаренной молодежи, но не быть награжденным фондом. И, соответственно, и наоборот тоже. В банк, как попадает в банк данных одаренной молодежи? Это, во-первых, те, кто награжден фондом частично. Во-вторых, как вы уже упомянули, лица, являющиеся победителями различных олимпиад. И, в-третьих, руководители и члены руководящих органов, включенные в специальный республиканский резерв и пользующиеся государственной поддержкой. И в банке данных хранятся данные до 31 года. Гэта моладзь, да. Такім узросце лічыцца. Да. Зразумела. У працэнтных суадносінах якая колькасць менавіта ў фондзе па сацыяльнай падтрымцы студэнтаў вашай ВНУ? Примерно 1/3 студентов, включенных в республиканский банк данных одаренной молодежи и фонд, соответственно, обучается в БГУ. Вместе с тем, мы с вами хорошо знаем, что БГУ не является самым большим вузом нашей страны по количеству студентов. Кроме того, в нашей стране, как вы знаете, более 50 учреждений высшего образования, поэтому цифры около 33% выглядят, на наш взгляд, вполне достойно. Кроме того, 1/4 аспирантов, включенный в Республиканский банк данных одаренной молодежи, обучаются тоже у нас в ГПГУ. И еще одну цифру я хотел бы сказать. Более 40% выпускников школ,
включенных в республиканский банк данных одаренной молодежи, поступает именно в БГУ. Кто эти школьники? Практически все они победители международных и республиканских олимпиад и конкурсов. И практически всех их готовили или принимали участие в подготовке к этим соревнованиям работники нашего университета. Таким образом, эти 40% – это заслуга преподавателей, доцентов и профессоров БГУ. А ці ёсць сярод іх навучэнцы ліцэя Белдзяржуніверсітэта? Конечно, да. Так В само. значительной степени, да. Зразумела. Акрамя таго, вось усім, хто мае дачыненне да гэтага фонда, для іх прадугледжана спецыяльная сацыяльная падтрымка. Вось якія льготы атрымлівае моладзь? Ну, во-первых, это закрепление за ними кураторства со стороны опытных специалистов, педагогов, ученых, выдающихся деятелей культуры. То есть, фактически, это повышенное внимание к вчерашним школьникам, проявившим способности к занятиям наукой с целью их дальнейшего участия в научной деятельности в ВУЗе. Дальше это направление на стажировку, переподготовку, повышение квалификации. Следующее – это привлечение к участию в конкурсном отборе граждан, включенных в банки данных одаренной молодежи при формировании кадровых резервов. И следующее – представление права внеочередного получения жилого помещения в общежитиях на период обучения. И, как сказано в указе номер 199 2010 года, это предоставление иных гарантий в соответствии с законодательством. Например, лауреатам фонда предоставляется право на получение льготного кредита на строительство жилья. Кроме того, выпускников вузов на 50%, которые являются молодыми специалистами, на 50% повышается ставка, то есть фактически их зарплата на какой-то период повышается в 1,5 раза на первых порах. Ну и последнее, граждане, являющиеся выпускниками государственных учреждений образования, имеют право на первоочередное распределение. Восік, ну гэта істотная такая падтрымка. Да, эфектыўна запатрабавана гэта і карыстаюцца актыўна гэтым Да, стипендиаты. особенно востребовано это проживание в общежитиях. Напрыклад, льготныя умовы па крэдытаванні. Да, но это лауреатов, их не так много, естественно. Часцей все ж таки патрэбна менавіта жыллё падчас вучобы. Да. Зразумела. Нагадаю, кароткі нумар 9705, на яго можна дасылаць пытанні і літаральна праз некалькі хвілін далучацца да нашай гутаркі. Cette nuit, intenable insomnie, la folie me guette. Je suis ce que je fuis, je subis cette cacophonie qui me scie la tête, assommante harmonie. Elle me dit, tu paieras tes délits, quoi qu'il advienne, on traîne ses chaînes, ses peines. J'avoue mes nuits à la sa symphonie, au requiem, tuant par dépit ce que je sème. Je voue mes nuits à la sa symphonie et au blasphème. J'avoue, je maudis tout ce qui sème. L'ennemi tapis dans mon esprit, faites mes défaites sans répit, il me défie. Je renie la fatale hérésie qui ronge mon être. Je veux renaître. Je voue mes nuits à la sa symphonie, au requiem, tuant par dépit ce que je sème. Je voue mes nuits à la sa symphonie et au blasphème. J'avoue, je maudis tout ce qui pleurent les violons
la phobie, tant la désharmonie. Je vous nuit à la symphonie. Tu en par dépit ce que je sème. Je vous nuit à la symphonie et au blasphème. J'avoue, je maudis tout ce qui s'aime. Je vous nuit à la symphonie. J'avoue, je maudis tout ce qui s'aime. Сталічний гость. Запрашаем до размовы. Нагадаю, гость сталічнай студыі сёння намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення навукі Белдзяржуніверсітэта Александр Захараў. Гаворым мы аб падтрымцы адораных студэнтаў. Скажыце, калі ласка, ці існуе нейкая квота для таго, каб стаць стыпендыятам спецыяльнага фонду прэзідэнта Беларусі па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў? Обычно люди, далекие от особенностей функционирования специального фонда, социальная поддержка одаренных учащихся студентов называют стипендиатами или лауреатами всех людей, которые поощрены фондом. Однако такое обращение не верно. Как я уже говорил выше, есть лауреаты фонда, есть стипендиаты фонда, есть лица, премированные из средств фонда. И действительно, если говорить о стипендиатах фонда, то количество стипендий президента Республики Беларусь ограничено. Их 200. Их количество определяется указом президента Республики Беларусь 2011 года от социальной поддержки обучающихся. Установлена определенная квота по количеству стипендий президента для каждого из учреждений высшего образования, но точных цифр я, к сожалению, сказать не могу. На все остальные виды поощрений фонда квот нет, а это, напомню, это премия, это и поощрительная премия, это материальная помощь и финансовая поддержка. Ну вось гэтая лічба 200, гэта яна пастаянная. Да, по крайней мере, с 2011 года она постоянно. І такім чынам, вось калі, так скажем, моладзь дасягае ўзросту 31 года, перасягае гэтую мяжу, яны ўжо не з'яўляюцца стыпендыятамі, і так вызваляецца месцы свабодныя. Ці не? Нет. Стипендии присуждаются на один семестр, Мгм. как и обычно, вместо обычной фактической стипендии. І калі гэты Единственное, тэрмін вернее, скончыцца, дополнение. Да, новые единственное, набираются. Да. зразумела. А вось для тых, хто знаходзіцца ў банку даных адорнай моладзі, якія існуюць перавагі ў Белдзяржуніверсітэце ў параўнанні з іншымі студэнтамі? Ну, на студентов БГУ, как и на всех других студентов учреждений высшего образования, распространяются все те же льготы, о которых я уже сказал. Значит, мы создаем лицам, включенным в банк данных одаренной молодежи, некоторые преимущества при участии в различных конкурсах, которые организуются внутри БГУ, а также их научным руководителям. Ну, например, при прочих равных условиях победу в конкурсе грантов БГУ отдается проекту, которым руководит студент или аспирант, включенный в Республиканский банк данных. Зразумела. А, напрыклад, падчас сесіі, навучання, магчыма, такіх студэнтаў выкладчыкі больш заўважаюць, больш нейкіх прывілей ім дазваляюць? Ну, наверное, определенно, конечно, в этом есть правда в этих словах, потому что особенности, кто касается, являются лауреатом фонда, они часто находятся в отъездах и защищают, скажем так, честь нашей страны, а не только нашего вуза на международных всяких соревнованиях. Акрамя таго, в Белдзяржуніверсітэце ёсць дошка гонару, а ці там вось партрэты такіх студэнтаў змяшчаюцца? Да, но, безусловно, там учитывается и успеваемость. Паспяваемасць гэта абавязкова, зразумела. Вось вы сказалі, што лаўрэаты атрымліваюць нагрудны знак. Якія яшчэ, магчыма, ёсць вось узнагароды, знакі адрознення, якія ўручаюцца студэнтам, што трапляюць у лік стипендиатов фонду по социальной поддержке? Помимо действительно нагрудного знака лауреата специального фонда, есть еще несколько видов свидетельств, конкретизированных получения награды фонда определенного вида. Ну, кстати, вот к нагрудному знаку лауреата еще выдается свидетельство о получении нагрудного знака лауреата фонда. Оно номерное, как и сам знак. И есть еще свидетельство о получении финансовой поддержки. Как правило, это выделяется, у нас в БГУ это СНИЛ, студенческие научно-исследовательские лаборатории, свидетельство о получении стипендий и свидетельство о получении премии.
Таким чынам некалькі адразу розных такіх вось знакаў пашаны існуе. Зразумела, што адоранай і таленавітай моладзі значна больш, чым знаходзяцца ў спісах і фонду, і банку данных. Як непасрэдна ў Белдзяржуніверсітэце ушаноўваюць іх? Ну, мы организуем церемонии чествования победителей различных конкурсов. Церемонии мы организуем и как отдельное мероприятие, и как части других мероприятий. Например, в рамках пленарного заседания ежегодной научной конференции студентов-аспирантов БГУ, в ходе заседания Совета БГУ и так далее. Кроме того, мы готовим и помогаем готовить публикации в газетах, в нашей университетской и в наставницкой газете, ну и других. И вот сами интервью даем и активно, скажем так, продвигаем наших студентов на радио, на телевидении. Издаем различного вида буклеты. Например, последнее мы издали буклет о наших студенческих научно-исследовательских лабораториях. И последнее – это видеоролики, что мы делаем. Я имею в виду последнее, то, что мы начали делать. Короткие 3-5-минутные видеоролики о достижениях как отдельных студентов, так и молодежных научных объединений. Мы размещаем их как и в сети интернет, так и демонстрируем в ходе различных мероприятий. Ну, на примере талантливых молодых людей, уже добившихся определенных успехов в жизни, мы стараемся создавать и поддерживать позитивный взгляд на научную сферу в целом и как на возможность реализации своих творческих задатков и достижения определенных материальных успехов. Ну, вось гэтыя відэаролікі на сайце Белдзяржуніверсітэта, можна з іх дзе-недзе ўбачыць, што там такое, што можа зацікавіць? Ну, у нас, так понимаю, есть определенный канал университета YouTube, и там вот все эти ролики и размещены. Ну и когда фактически вот молодые люди доказывают... Там презентации некие, альбо Это запись, это выступление. И выступления. Выступления молодых людей, либо руководители вот этих самых студенческих лабораторий, которые показывают и демонстрируют и рассказывают о своих научных достижениях. Наогул, вось ва універсітэце што робіцца для таго, каб заахвоціць студэнтаў займацца навуковай дзейнасцю? Спасибо за вопрос, я бы сказал. Система действительно организации научно-исследовательской работы студентов БГУ включает очень много составляющих. Во-первых, это целый комплекс мероприятий. Это конкурсы, это конференции, это выставки. Ну, например, у нас проводится, я перечислю, конкурс на лучшую научную работу студентов БГУ, конкурс грантов БГУ, конкурс на лучшую СНИЛ БГУ, студенческую научно-исследовательскую лабораторию, на лучший научный кружок, на оказание финансовой поддержки студентам, участвующих в научных конференциях, конкурс на лучшего руководителя и организатора НИР студентов-аспирантов мы тоже проводим, конкурс на лучшие доклады на ежегодной конференции студентов-аспирантов БГУ, республиканский конкурс научных работ студентов тоже мы проводим. И конкурс «Студент года БГУ» в номинации «Науки». Ну, кроме того, еще помогаем организации ряда других конкурсов. Ну, в БГУ проводится более 100 научных конференций ежегодно, и практически во всех принимают участие студенты. Самая масштабная является ежегодная конференция студентов-аспирантов БГУ. Ну, в текущем году, например, в ней приняло участие 3788 студентов и аспирантов. Выставки. Ну, дальше что мы еще делаем? Помогаем студентам, аспирантов добывать финансовые средства на проведение своих научных исследований. Да, это и из БРФФИ, Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований, это и из Минобразования, ну, о конкурсе грантов Министерства образования, прошу прощения, БГУ я уже сказал. Ну, в БГУ издается несколько специализированных научных изданий студентов. Ну, самые большие – это сборники научных статей студентов по итогам конференции и также сборник статей лауреатов и авторов работ первой категории республиканского конкурса научных работ студентов. Для того, чтобы была возможность отслеживать успехи каждого из молодых людей, нами разработан и постоянно совершенствуется целый комплекс
информационных ресурсов, баз данных, и мы имеем возможность получить информацию быстро и оперативно практически о достижениях любого молодого человека, который где-то себя проявил на различного рода мероприятиях или в работе в лаборатории. Ну, нами разработана достаточно обширная методическая база, локальная нормативная база. Ну, и мы участвуем в мероприятиях по обмену опытом среди организаторов студенческой науки и лицами, работающими с одаренной молодежью. Это конференции, семинары и тому подобное. Ну, вось калі студэнты, аспіранты, магістранты перамагаюць у нейкіх конкурсах, канферэнцыях, друкуюцца іх навуковыя распрацоўкі, матэрыялы нейкія. Што ім гэта дае ў далейшым падчас працы ўладкавання, ці калі яны там ствараюць свае сур'ёзныя навуковыя даследаванні? Ну, во-первых, публикация – это своего рода научный задел, если говорить о студентах, которые собираются связать свою дальнейшую жизнь с наукой и идут, допустим, в аспирантуру. Ну, наличие публикаций позволяет фактически им сэкономить время и не писать реферат при поступлении в аспирантуру. И часто вот эти дети проходят через меня уже на этапе, скажем так, защиты диссертации. И я вижу, как они бережно включают вот в этот список своих публикаций, своих участий в конференциях, именно те мероприятия, публикации, которые они сделали, будучи студентами. Зразумела. А якія сферы ці накірункі навукі вось для заняткаў такой сур'ёзнай навуковай дзейнасцю прыярытэтныя ў студэнтаў? Ну, науку весьма сложно разделить на молодежную и зрелую, скажем так. И единственное, что в организации студенческой науки присутствует в значительной степени образовательный компонент, который, с одной стороны, позволяет студентам глубже осваивать изучаемые курсы, а с другой стороны, дает им профессиональные навыки для работы в научных коллективах. Во всем остальном, в том числе и в приоритетах, студенческая наука определяется соответствующим указом президента Республики Беларусь о приоритетных направлениях научно-технической деятельности Республики Беларусь и соответствующим постановлением Совета министров Республики Беларусь. Ну, ўсё ж таки, гэта больш IT-тэхналогіі, гэта фармацэўтыка, гэта хімічныя нейкія распрацоўкі, фізіка, матэматыка. Усё. І ўсё ў роўных долях, альбо нешта ўсё ж таки ў прыярытэце, вось больш нечым цікавіцца моладзь. Ну, я бы сказал, что даже когда идут распрацовки, разработки по физике, химии, то там в значительной степени все-таки еще присутствует и IT-компонент, то есть какая-то обработка данных, автоматизация и так далее. Но очень серьезно, скажем так, на республиканском уровне много наград завоевывают наши физики. Практически ежегодно на республиканском конкурсе весь главный олимп за физиками нашего университета. Хорошо историки представлены. Ну и, в общем-то, остальные науки тоже достаточно хорошо. Пасля невялікага перапынку вернемся да нашай размовы і даведаемся, ці праяўляе актыўнасць сучасная моладзь у занятках навукай. Hey, now take your pills and hey, now make your breakfast. Hey, now comb your hair and on to work. Crash, land, no illusions, no collision, no intrusion. My imagination run away. I know what I am chasing. I know that this is changing me. I am flying on a star into a meteor tonight. I am flying on a star. I will make it through the day and then the day becomes the night. I will make it through the night. Hey, now take the U-Bahn 5 stops, change the station. Hey, now don't
сталічний гость. Запрашаем да размовы. Нагадаю, у эфіры праграма «Сталічны госць» і сёння мы гаворым аб падтрымцы адораных студэнтаў. У нас ёсць апытанне, зробленае ў студэнцкім гарадку Белдзяржуніверсітэта сярод тых, хто вучыцца ў гэтай ВНУ. Прапаную паслухаць. Люди кажуць. Какие есть возможности для занятия наукой в Белорусском государственном университете? Тут поучаствовать в конференции. Если у тебя очень хороший доклад, то это опубликование либо в сборнике Белорусского государственного университета, либо в факультетском сборнике. Также студенты имеют право принять участие в заочном либо в очных конференциях международных. Вот, например, мы приняли участие в международной Львовской конференции. Нас похвалили. И вот на этой неделе высылают сертификаты. И это в дальнейшем нам поможет для поступления в магистратуру. Я не знаю, есть магчимости, но я ими не користаюсь покуль. Так как я первый курс, я еще не до конца знаю, я только знаю, что есть достаточно много различных конференций, на которых можно показать себя, показать свои знания и выделиться. Ці проявляюць актыўнасць студэнтаў у навуковых распрацоўках на вашем факультэце? Да, проявляют. Есть люди, которые вот даже сейчас пишут диплом и планируют пойти в магистратуру и дальше продолжить научную деятельность. Напісанне тэзісаў навуковых, потым гэтыя тэзісы, калі на добра іх публікуюць. Гэта вельмі добрая магчымасць, асабліва калі ты збіраешься паступаць у магістратуру ці займацца навуковай дзейнасцю. На ФСК, в прошлом гуманитарный факультет, у нас также проходит ежегодная студенческая конференция. Я не скажу, что наши студенты принимают активное участие, призывают с других факультетов. Преподаватели максимально пытаются завлечь студентов, и мне кажется, что только самые лучшие из лучших участвуют в этой конференции. У якіх сферах жыццядзейнасці найбольш перспектыўна займацца навуковымі распрацоўкамі? Паколькі я з'яўляюся студэнткай інстытута журналістыкі, мне вельмі цікава даследаванне менавіта СМІ. Гэта вельмі актуальна ў наш час, так як СМІ губляюць свой тираж. Цікава, чаму гэта адбываецца. В любой сфере есть какие-то неизведанные стороны и моменты, которые можно изучить, проанализировать. Вот. Ну, скорее всего, медицина, в частности, фармацевтика и, возможно, новейшие технологии, сфера космоса. IT-технологий. Я бы добавила еще тему экологии, потому что в современном мире это очень злободневно. В медицинской сфере, потому что многие будущие профессора создают благодаря своим исследованиям какие-то очень важные и нужные препараты. Например, вакцина от СПИДа, рака и так далее. Я считаю, что это самое важное, что может быть вот в научном исследовании. Ось так лічаць самі студэнты, а на ваш погляд, все ж таки, ці праяўляе актыўнасць сучасная моладзь у занятках навукай, ці гэта пераважная инициатива выкладчиков? Среди студентов всегда был и есть определенный процент студентов, которым, скажем так, инициатива преподавателя не нужна. Они фактически пришли в университет для того, чтобы заниматься наукой. И целенаправленно идут к своей цели. Ну, а в остальном, как вы уже, наверное, сами слышали из запроса, это действительно инициатива, Усе ж таки, работа хто хоче са преподавателя, студэнтаў, там яны таксама і самі, і выдатна, што яны і па прапанове выкладчыкаў таксама ствараюць і навуковыя працы, і прымаюць удзел у розных мерапрыемствах навуковых. Ведаю, што ва ўніверсітэце ёсць конкурс на лепшую студэнцкую навукова-даследчую лабараторыю. Ці маюць навуковыя працы пераможцаў і ўдзельнікаў працяг увасаблення ў жыццё? Да, безусловно. Значит, конкурс у нас проводится по нескольким номинациям. Ну, вклад СНИЛ в совершенствование учебного процесса. В данной номинации среди нескольких параметров мы оцениваем также количество актов внедрений в учебный процесс БГУ и других учебных заведений Республики Беларусь. Вот непосредственное высобление уже тё. Следующее. Вклад СНИЛ в подготовку научных работников высшей квалификации. Ну, мы оцениваем количество участников СНИЛ, ставших аспирантами, а также те, кто защитил кандидатскую диссертацию и докторскую из бывших участников лаборатории. Таким образом, в общем-то, мы оцениваем деятельность СНИЛ, вклад СНИЛ в интеллектуальную безопасность фактически нашего государства. Ну, номинация «Деятельность СНИЛ в привлечении финансирования». Ну,
А гэтыя вось лабараторыі навукова-даследчыя, яны на кожным факультэце існуюць, ці гэта адна на ўвесь універсітэт? Нет, их у нас 43. И есть СНИЛ и естественно-научного, и гуманитарного направления. Ну и когда мы оцениваем финансирование, то мы с вами хорошо знаем, что сейчас финансирование получить без практического внедрения практически невозможно. Поэтому победители, по крайней мере, этой номинации, это те, кто непосредственно, чьи научные исследования не имеют непосредственное отношение и практический выход. Ну и номинация у нас есть научно-исследовательская и инновационная деятельность. Ну, как вы понимаете, инновационная деятельность – это как раз и есть практический выход научных исследований. Ну, по итогам конкурса СНИЛ мы выдвигаем наши лучшие СНИЛ на конкурс, проводимым фондом президента Республики Беларусь. И за все время существования фонда 12 раз наши СНИЛ поощрялись фондом. Ну, это рекордный показатель по республике. Даже 2 СНИЛ у нас поощрялись 3 раза. Это полупроводниковые лазеры 3 раза и компьютерный анализ данных и моделирования на факультете прикладной математики и информатики. Ну, чтобы определить суммы, которые мы получаем, наши лаборатории получают от фонда, ну, например, в 2016 у нас 2 СНИЛ получили поддержку. Это ГИС-лаборатория и нанотехнологии компьютерного моделирования, факультет радиофизики и компьютерных технологий. И они получили больше 200 миллионов рублей, и было закуплено научное оборудование и компьютерная техника. Ну, все гэтыя грошы, якія атрымліваюць, ідуць менавіта на развіццё навукі, навуковай дзейнасці. Да. Ці можна сказаць, што студэнты сёння ў сваіх навуковых распрацоўках крочаць у нагу з часам? Што вось задзейнічаць інфармацыйныя тэхналогіі и все, что только можно. Ситуация характерна, в общем-то, для науки в целом. Если мы посмотрим даже на само определение, что такое научная деятельность, это творческая деятельность, направленная на получение новых знаний о природе, человеке, обществе. И если ты практически новых знаний не получаешь, то и это фактически наука не является. Поэтому действительно наши студенты идут в ногу со временем. Гэта вельмі выдатна. А ці адсочваецца нейкім чынам лёс вашых студэнтаў, якія сталі стыпендыятамі спецыяльнага фонду прэзідэнта Беларусі па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў? Магчыма, нехта зрабіў выдатную кар'еру вучонага? Безусловно. Значит, не так давно праздновалась 20-летие фонда, и спецфонд издал книгу о своих лучших лицах, которые были им поощрены. И среди лиц, которые вошли в это издание, большое количество наших бывших студентов. Ну, я могу привести несколько фамилий. Бородин Олег Игоревич. Сейчас это генеральный директор Центра Беларуси по биоресурсов. Он дважды в 2001 году награждался премиями специального фонда Республики Беларусь. Ну, Мирончик Дмитрий Леонидович не только в науке. Это начальник, по-моему, управления информацией и пресс-секретарь МИД Республики Беларусь. То, что касается науки, у нас несколько заведующих лабораторий молодых есть. Феклистова Ирина Николаевна, Ермолицкая Ксения Федоровна на биофаке и на физическом факультете. Чернявский Евгений Анатольевич сейчас является заместителем директора по научной работе учреждения БГУ, научно-исследовательский институт физико-химических проблем. Он награждался фондом в 2000 году и многие другие. Безумоўна, мэта дзейнасці фонду вельмі карысная і паспяховая. На ваш погляд, вось які яшчэ ёсць патэнцыял у гэтай рабоце па выяўленні сацыяльнай падтрымцы адораных студэнтаў? Ну, во-первых, я бы назвал следующее. Это создание международного конкурса научных работ студентов. Все лауреаты фонда, которые являются лауреатами сейчас, это в основном победители олимпиад, а не, собственно, научной деятельности. И если бы, скажем так, молодые люди участвовали в этой конкурсе, стали лауреатами фонда, они бы смогли воспользоваться самой главной
льготой – это получение льготного кредита на строительство жилья. То есть мы существенно расширили, скажем так, контингент тех, которые имеют право на эту льготу. Ну, мне кажется, есть некоторые логические несоответствия в республиканской нормативной базе, которые регламентируют работу с одаренными студентами. Ну, вот я говорил. Треба удосконалить крыху. Да. Например, 50% поднять заработную плату не только выпускников МУО, которые включены в банк данных одаренной молодежи, но и стипендиям аспирантам. Потому что нам ставится задача привлечения вот этой одаренной молодежи в научную сферу. Ну, а аспирант – это фактически человек, с которым задача успешно уже выполнена. Он является фактически научным работником, и мне кажется, что поддержать бы его еще дополнительно было бы более правильно. Ну, мне кажется также, что более широко необходимо поддерживать эффективно работающих научных руководителей. Ну, например, за счет создания отраслевых конкурсов. Ну, я имею в виду министерства, у которых в сфере их деятельности есть высшее учебное заведение. Ну, как знаете, не только Министерство образования есть вузы, но и во многих других. Ну, вот хотя бы так. Зразумела. А на ваш погляд, вось з кожным новым пакаленнем таленавітай моладзі становіцца больш? Ну, меньше точно не становится. А што тычыцца Белдзяржуніверсітэта, вось у вас нават тых, хто не з'яўляецца стыпендыятам, лаўрэатам, асобай, якая атрымлівае прэміі, шмат все ж таки таленавітых. Да, мы это чувствуем по конкурсам в нашу аспирантуру. Ежегодно прием в аспирантуру, допустим, Белорусского государственного университета, это 50% составляет от приема во все остальные, скажем так, учреждения послевузовского образования, которые подчинены Министерству образования Республики Беларусь. То есть это очень много. И среди них вот как раз в основном это адуренные молодые люди. А ці ёсць нейкі такі сакрэт, рэцэпт, як стаць стыпендыятам спецыяльнага фонду па сацыяльнай падтрымцы, альбо лаўрэатам, альбо асобай прэміраванай за нейкія навуковыя? Ну, во-первых, надо заниматься наукой и участвовать в различных мероприятиях. И тогда все получится. Вось так. Займацца, і тады ўсё атрымаецца. Займацца менавіта навуковай дзейнасцю. Да. Ну, если хочешь навуковыми лучше, распрацоўкамі. Лучше, да. Это перспективно. Да. То у нас есть еще, вот даже на наших сайтах, скажем так, перечень, список лучших научных руководителей. И когда ты будешь еще взаимодействовать, и научных школ эффективно работающих. И когда ты войдешь вот в эту научную школу, то этот путь будет просто несколько короче. Выдатна. Нагадаю, гостем студыі быў намеснік начальніка галоўнага ўправлення навукі Белдзяржуніверсітэта Александр Захараў. Дзякуй вам вялікі за размову. Заўтра ў 15:15 у праграме «Сталічны госць» размова пойдзе пра моду на беларускі арнамент і вышыванкі. Сёння ля мікрафона працавала Алла Іванова. Да сустрэчы.